Друзья, коллеги, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Давно меня с вами не было. В протяжении всего этого времени я занимался только с таксопарком. Сегодня уже время 2 октября, 10 часов утра. Мой таксопарк называется Капитал Бишкек. Она уже заработала. Подключаемся, работаем вместе с нами. Номер вы видите на своем экране. Работаю в городе Бишкек в тарифе комфорт. Покажу, сейчас я вам сделаю короткий такой обзор своей машины и начнем работать. Друзья, вот так выглядит моя машина. Kia Rio 2019 года, 1.4 объем, автомат на российских номерах. Работаю в тарифе комфорт. Вот такие вот задние сиденья, евополики. А это получается эко-кожа, это чехлы. Вот так выглядит багажник. Багажник большой, просторный. Там у меня инструменты, то есть ключи и так далее. Тут сумка лежит, тут тоже евополик. Особо интересного ничего нету. Подогрев сидений, подогрев руля, кондиционер, маленький монитор и так далее. Вот так выглядит моя машина. Вот на этой машине я работаю в тарифе комфорт, друзья, 2019 года. Друзья, вот такие вот коэффициенты горят. Время 10 часов 4 минуты. Коэффициенты горят практически повсюду. 20 на 160 почти. Тут Маевка, Нижняя Аларча, тут до Новопокровки, тут до Кокджара. Выше магистрали, одним словом. Тут уже начинается вон с Новопавловки. Вот такие дела, друзья. Сейчас уже начнем работать. Все, бисмилля делаем. Все. Коэффициенты горят практически везде. Почти до рынка Ла-Медина с Нижней Аларчи. Тут Новопокровка, тут Новопавловка. И тут выше магистрали. Все, начинаем работать. Коэффициент горит 20 на 160 сомов. Приоритет у меня 4. Уровень бронза и так далее. Все, поступает заказ 160. С коэффициентом 160. Все, мы приняли. Все, едем на заказ. Друзья, еду по магистрали. Интемак парк. Заказ поступил вон тех сакуновских домов, где раньше был народный, сейчас народного нету. Напротив торгового центра Ала-Арча с коэффициентом плюс 160. Здравствуйте. На Московскую, да? Да. Ехали 10 минут, 270 сомов. Оплата картой. Приехали на Московскую Таволок-Молдок к 6-му роддому, получается. Сейчас у меня следующий заказ без коэффициента с центра. Не люблю заказы без коэффициента. Но что поделаешь, надо брать. Все, работаем. Все, еду по Токтогула, занял Авангард и так далее. Сейчас по Таволок-Молдок будем спускаться до Сыдыкова. И по Сыдыкова на Поемкозово, сзади торгового центра Каравана. Оттуда поступил заказ без коэффициента, к сожалению. Мне надо было сразу по Таволок-Молдок спуститься, я что-то проморгал заказ. И пришлось круг делать. Beşinci metroya, ne? Приехали в 5-й микрорайон, сумма поездки 172 сома. Тут у нас цепочка заказа с Малдыбаева с коэффициентом плюс 100 было. Но это очень далеко. Дальний заказ был. Думаю, ладно, пускай возьмем. Ничего страшного. Все, развернулись обратно в сторону Ортосайска на Малдыбаева. Прям очень далеко, 2,7 километра. Для тех, кто скучает по городу Бишкек, тут вот метро-магазин до сих пор работает на Ортосайском. На перекрестке вот слева от меня уже рынок Ортосай. Это
Карла Маркса, нынешняя Юнус Алиева и так далее. На Советской Донецкой, где Бишкек Петролиум, тут есть еще и KFC открылся. Я это все рассказываю для тех, кто давно не был в городе Бишкек и очень скучает. Это уже по Донецкой еду. Там впереди уже набережная Малдыбаева. Здравствуйте, на Юнус Алиева, да? Да. Десять минут езды, 221 сомов. Видите, дальняя подача, активность +3. Тут у меня еще опять цепочка заказов 7 апреля. Это у нас с вами Алматинка, Улан-2 получается. Так, по Хумбайке. А мы с вами поедем по Медерово. Все, это у нас Карла Маркса. Бабушка, ты хочешь? Садитесь, давайте, а я вам дам. Садись вперед. Да. Я не могу, там больше места нет. Осторожно. Куда поедем? Так, две точки. Ай, бабушка, пока, бабушка. Пока, Сначала бабушка. Медерово. Ай. Возьмите. Медерово. Как у вас адрес? Мне нос. Советская Медерово, короче. А, Советская Скрябина. Там, короче, вот этот дом там, где этот. Кимят. Многоэтажный. Ага. А потом перед Кимятом по Советской. А потом этот детский мед. Чуть, да? Да, ну Ехали 18 минут, 283 сома. Завершаем и уходим с линии. Выполнил пока 4 заказа на сумму 779 с вычетом комиссии. В общем, на Дурдой пробки пассажиров высадил. Желания у них не было, но сказал, ну идите пешком, мы уже тут 20 минут стоим. Начиная с Роснефти заправки. Еще до Джунхая не доехали, минут 20 прошло. Сумма поездки 250 составила, но тут мне заказ поступил с Джунхай. Почему не люблю работать днем? Это рынок Мадина. С одного рынка на второй рынок. Все, выезжаем на Чуй. Теперь. Все. По Алматинке теперь нам надо пообедать где-то. Время уже 13:34. Друзья, проезжаю Джаннат в сторону Юнус Алиева. В 7-й микрорайон. Заказ у меня в аэропорт. Я уже посмотрел там наличный заказ. Бишкек, аэропорт. Плюс с коэффициентом плюс 60. Сейчас в аэропорт поедем, посмотрим, сколько минут придется ждать в очереди и так далее. Поступит ли там заказ. В аэропорту очень мало людей сейчас. Но Яндекс.Про у нас ставит в очередь, как и в России. Но я ни раз так заказ не брал. Посмотрим. Чисто ради эксперимента, ради видео. Буду там сидеть и ждать очереди. Здесь мы 40 на 40 проезжаем. Справа Сария, шинный центр. Это я все рассказываю для тех, кто скучает по Бишкеку, друзья. Сумма поездки 896. Друзья, мы с вами в аэропорту Манас. Сейчас теперь будем ждать заказ. Комфорт 3 часа ждать. Сейчас постараемся включить и эконом. Посмотрим, изменится ли эти 3 часа. А вдруг, возможно, заказ поступит и пораньше. Посмотрим.
Давайте пока расскажу, какие заказы выполнил. Выполнил 8 заказов на сумму 254. Таксопарк Капитал Бишкек. 8 заказов. 270 безнал. 280 наличными. Комиссия парка на данное время составила 14%. То есть комиссия Яндекс это 361 сомов. Комиссия парка 35 сомов 1,4. Включил тариф эконом и комфорт. Жду заказ в аэропорту. Вот такая вот синяя зона, где можно ожидать. И ждем заказ теперь. Кстати, сумма заказов. Давайте посмотрим. 896, 181, 276, 251, 283, 221, 172 и 270. Вчера я выполнял 2 заказа, чтобы приехать в аэропорт. Вот этот заказ был в аэропорт. Все. За последние 3 месяца я вот всего лишь сегодня начал работать немножко. Вот такие дела. Друзья, прождал больше часа. Тут 2 часа было, потом стало 2 и 3. Я лично потратил тут свое время, свои нервы, чтобы у вас такого не было. Так что в такие времена, в такое время, если вы приедете в аэропорт, то уедете обязательно без заказа. Поэтому, друзья, я ради вас потратил свое время, чтобы сэкономить ваше время. Все, я еду обратно в город пустым. Друзья, ситуация вот такая. Снимаю видео на одном телефоне, на втором работаю. Поступают звонки, смски. Регистрирую водителя, отвечаю на их вопросы, решаю проблемы, если возникают. И так далее. Поэтому тупо мне не дают работать. Хочу что сказать. Выполнил всего лишь 8 заказов на сумму 2200. Каждый заказ, получается, мне обходится 275 сома с вычетом комиссии Яндекса. Итого делаем выводы. За 5 часов можно спокойно выполнить 10 заказов. 10 заказов по 270 сомов это уже 2700. За 10 часов можно спокойно выполнить 20 заказов. Это уже 4500, 5000, грубо говоря. Поэтому делайте выводы. Стоит ли работать в Бишкеке? Стоит ли приехать в Бишкек и работать в сфере такси? А если вы решитесь, то звоните по этому номеру. Я вас зарегистрирую. И будете работать вместе с нами в одной команде. Капитал Бишкек. Регистрируемся, звоним, пишем. На все вопросы 24/7 буду лично сам отвечать. Диспетчера у меня нету, поэтому приходится все делать самому. Все, друзья, всем ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Спасибо всем, кто посмотрел, кто подписался, кто подключился на мой таксопарк. Всем всех благ.